Более 100 учителей со всех районов республики приняли участие в конференции преподавателей, посвященной столетию известного ученого Шалвы Иналыпа. Из них 8 учителей выступили на конференции с докладами. Тематика докладов различная. Это история этики абхазов и абхазо-адыгские параллели и традиционное воспитание абхазов. У меня тема называется «Воспитание абхазов в духе Апсура» по Шалва Денисовичу Иналыпа. Тему помогала мне выбрать моя методист Гулеревского района Шазина Атаровна. Мы работали над этой работа очень долго, работа была очень интересная. Шалва Денисович очень много писал об воспитании, о традициях, о нравах абхазов. Очень было интересно читать, ты окунаешься в историю. И работа, в принципе, я считаю, что мы сделали ее удачной очень. Выступающие на конференции отмечали, что Шалву Денисовича Иналыпа можно назвать одним из величайших представителей научной интеллигенции XX века. Человек, который всю свою жизнь посвятил развитию национальной науки и своему народу. Все работы докладчиков были посвящены бесценным исследованиям ученого в области этногенеза, антропологии, истории, фольклора и литературоведения. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба отметил необходимость такого рода конференций. В течение 2016 года мы проводили по школам разные конкурсы, где участвовали ученики, учителя, а сегодня организовали конференцию педагогическую. Но это необходимо проводить такие мероприятия, потому что, во-первых, Шалва Денисович являлся сам педагогом, воспитателем и много творческого труда вложил для составления учебников и учебно-методической литературы. Мамука Микая преподает историю в школе села Шишикуара Галского района. После окончания Абхазского государственного университета он, долго не думая, идет работать по профессии. Мамука признается, что еще в студенческие годы он всегда увлекался работами великого ученого. Я ознакомлен был еще с его трудами в университете, и мне приходилось все-таки заниматься трудами именно Шалвы Денисовича Иналыпа, поэтому я решил поучаствовать в этой конференции, которая посвящена ему. И больше всего меня затронула одна тема, которая действительно является, на мой взгляд, очень интересной. Это прежде всего этнографические параллели, то есть абхазского и адыгских народов. Как раз таки я постарался найти какие-то различия адыгских этикетных параллелей и в том числе абхазских. На конференции отмечался и преподавательский талант ученого, его особый дар общаться с учениками, его умение преподать им свои знания. Конференция длилась всего один день. Доклады прозвучали на русском и абхазском языках. Организаторы мероприятия отмечают, что оно проводилось прежде всего для молодых учителей, а их среди участников было немало, и это радует. Сарья Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.